Доброе утро всем, кто просыпается вместе с программой «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». На календаре четверг, 23 июня, и это утро с вами встречаем мы, Руслан Ачиров и Полина Долинская. Сегодня нас ждут очень интересные гости и очень интересные темы, которые мы обсудим в нашем эфире. Сегодня в нашей студии ожидаются потрясающие люди, например, такие как наша землячка, которая в данное время проживает на западном побережье Африки. Также в нашей студии будут гости из Казани по случаю Дней Татарстана в Якутии. А Антон Кротов поделится с нами советами о том, как путешествовать по миру. Помимо гостей, мы, конечно, ознакомим вас с киноновинками этого четверга и поделимся историей необычного козленка по имени Симба из Пакистана. Все это и не только ждет вас в ближайшие 60 минут, ну а мы начнем с погоды на сегодняшний день, 23 июня. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 16-21 градус со знаком плюс. В заречной группе от 15 до 22 выше 0. В южных в это утро в Нерюнгри плюс 12 и плюс 15 в Алдане. В Вилюйской группе от 11 до 19 тепла, в Нижнеленских 14-19. В западных в это утро в Ленске плюс 9 и плюс 15 в городе Мирном. В Колымо-Индигирской группе Улусов 4-16 со знаком плюс, в Янских 6-8 градусов тепла, на северо-западе от 6 до 13 со знаком плюс. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 22 градуса тепла. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Штиль. В течение дня синоптики обещают, что день будет без осадков. Ветер северо-западный подует с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Днем столбик термометра зафиксирует 29-31 градус жары. На календаре 23 июня, как мы уже отметили, и сегодня народники, музыканты отмечают международный праздник День балалайки. Этот праздник еще не признан официально, но музыкальному сообществу это не мешает ежегодно отмечать его с выступлениями и концертами. Ну а с другими знаменательными датами и событиями давайте познакомимся в следующей рубрике. 23 июня Международный олимпийский день отмечается в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Также сегодня День государственной службы ООН и Международный день вдов. В России 23 июня – День балалайки – международный праздник музыкантов-народников. По народному календарю, если во время хорошей погоды муравьев почти не видно, это к ненастью. 23 июня 1868 года запатентована пишущая машинка. Первый аппарат был размером с письменный стол, печатал только большими буквами, и машинистка не видела результата своей работы, потому что бумага пряталась внутри. 23 июня 1944 года в ходе Великой Отечественной войны началась наступательная операция «Багратион», одна из крупнейших военных операций за всю историю человечества. В ходе нее освободили от немецких захватчиков Белоруссию, часть Прибалтики и восточные районы Польши. 23 июня 1964 года запатентован гимнастический обруч хула-хуп. 23 июня 1987 года в Москве состоялась премьера фильма «Человек с бульвара Капуцинов». В 1889 году 23 июня на свет появилась Анна Ахматова, русская и советская поэтесса. 23 июня 1912 года родился Алан Матисон Тьюринг, английский математик, логик, криптограф, изобретатель машины Тьюринга. 23 июня 1962 года на свет появился Александр Любимов, российский журналист, телеведущий и продюсер. Именины в этот день празднуют Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен и Тимофей. В столице Якутии проходят Дни Татарстана, в рамках которых будет представлена обширная программа, которая познакомит жителей и гостей Якутии с культурой Татарстана, обычаями и традициями края. Сегодня в нашей студии Екатерина Ахмедшина, первый заместитель начальника управления культуры исполнительного комитета города Казани. Доброе утро! Доброе утро! Сегодня уже пройдет первое мероприятие в смарт-библиотеке, где состоится открытие выставки. Вот расскажите о ней, что нас ждет.
Нас ждет 20 работ наших ребят, которые учатся в художественных школах Казани. Это как бы очень интересная работа с точки зрения того, что они выполнены в разной технике. Притом у нескольких работ очень интересная история. В течение 4 лет наши дети ходили по Старо-Татарской Слободе. Это такой район в городе Казани, где сохранились еще старые здания деревянные. Рисовали на пленэрах, делали зарисовки. Вот, ну, как бы это как бы получается интересной туристической сейчас зоны в Казани. И это все вылилось в серию работ в графике, посвященной жизни татарского народа. Вот. Еще там как бы ряд будет живописных работ, которые будут представлены, получается, какие-то моменты из жизни татарской деревни. Будет уникальный портрет татарской красавицы. Я всех приглашаю, чтобы можно прийти и познакомиться с работами наших ребят. Вот. Кроме выставки, что еще будет? После этого я тоже очень жду встречу с моими коллегами из Якутии. Это начальник управления культуры Якутской Индира Петровна Ли, которая пригласила как бы на круглый стол директоров учреждений города Якутска, и мы обсудим, как мы можем дальше сотрудничать. Я познакомлю с культурной жизнью Казани, расскажу о том, как мы работаем. Мы, я думаю, как бы найдем очень интересные какие-то направления по взаимодействию. Вот. И как бы я очень жду этой встречи, готовлюсь. А вот вообще культура Якутии и Татарстана, она как-то между собой перекликается? На самом деле, да. Я считаю, что как бы у нас есть очень много точек соприкосновения. Во-первых, мы тюркские народы, у нас сходные обычаи. Да? Я вообще в предвкушении того, что я посещу праздник СС, да, я правильно говорю, да. Вот, и это будет 25 числа, и после этого будет Сабантуй, то есть я очень готовлюсь к этому. Я очень наслышана о том, что женщины и мужчины приходят в национальных костюмах. Это очень интересно. Мы в Татарстане тоже как бы тоже стараемся приходить, но я как бы вижу это в более массовом масштабе. Я немножко завидую. Это очень хорошая традиция. Я думаю, что мы тоже будем ее возрождать. Вот. Скажите, а кто еще из представителей исполнительного комитета приехал с нами? Из исполнительного комитета, ну, вообще у нас очень большая делегация, как бы основная делегация — это Министерство культуры Республики Татарстан, то есть мы приехали большой творческой командой, ну, например, где-то, вот, получается, я приехала накануне, 21-го, это 180 человек, это Министерство культуры, представители Министерства культуры, это творческие коллективы, из муниципальных коллективов у нас приехал муниципальный народный оркестр «Казан-Нуры» Казанской городской филармонии, вот, ну и мои коллеги. За этот период времени, пока вы в Якутске, что уже успели посетить, посмотреть, увидеть? Я посетила музей Якутска. Честно скажу, что у нас как бы в Казани пока нет музея Казани, мы в процессе концепции, но мне очень было интересно, как вот в небольшом здании как бы была реализована концепция музея города, потому что это очень важная история для каждого города, да. Я что-то даже подчеркнула для себя, то есть притом это, я так поняла, очень как бы интересное взаимодействие как бы с бизнесом, да, то, что это как бы вот этот дом был построен на как бы средства спонсоров, это. И при том он существует всего год, и для меня было тоже очень здорово интересно услышать, что жители города сформировали уже музейный фонд, принесли какие-то свои вещи, которые сохранились у них. И это было просто интересно, что люди хранят вещи у себя дома, и сейчас с удовольствием приносят в музей города, и он пополняется, и я думаю, что он будет жить и развиваться дальше. Годом ранее у нас проходили Дни Якутии как раз-таки в Татарстане. И это были первые взаимодействия, или вы уже давно как бы на самом деле, держите связь? На самом деле это были не первые взаимодействия. То есть до этого за год, за два уже приезжали представители Якутии. И то есть мы, в принципе, общались, потом начался ковид, то есть с коллегами из Якутии, они очень хотели, то есть мы обсуждали поездку, чтобы показать свои учреждения, потому что у нас в Казани прошла большая
реконструкция дворцов культуры, у нас появились новые учреждения, нового формата. Мы обсуждали вот эту поездку, но потом мы реализовали. Вот, соответственно, у нас, в принципе, связи давно, и потом наши учреждения взаимодействуют. Я вчера познакомилась с директором детской школы искусств номер 2, где вот, то есть, который граничит со смарт-библиотекой, которая тоже будет на круглом столе. Он сказал, что он уже с моей школой, одной подветственным учреждением, нашей детской музыкальной школы имени Сайдашева, уже были какие-то контакты. И я думаю, что тот проект, который они задумали, там что-то у них не получилось, мы обязательно сделаем. Потому что я думаю, это очень интересное, хорошее направление взаимодействовать вот именно по линии музыкального образования. Ну, что касается обмена опытом, будут ли какие-то совместные коллаборации Татарстана Я и думаю, Якутии? что мы как раз с коллегами сегодня обсудим. Притом у меня уровень муниципалитета, то есть я думаю, что на уровне муниципалитета мы обязательно будем дружить. Потому что я вижу очень много интересного для себя. Даже смарт-библиотека для меня была открытием в плане того, что, во-первых, это соединение с музыкальной школой, новое здание, интересная концепция, библиотечный сценарий, который проработали сами библиотекари, ремонт, дизайн. Это все очень продумано, все интересно. То есть мы тоже сделаем что-то у себя, да, но у нас другая история. Мы, наоборот, то есть у нас старый город, да, 1000 лет. Мы восстанавливаем здание, а тут новое здание, новая концепция. И я до этого смотрела сайт библиотеки, восхищалась, каким образом там творчески интересно подходит к освещению событий, просто тому, как презентовано это. Я думаю, что это будет очень интересно по взаимодействию даже вот с точки зрения библиотечного обслуживания, чтобы подружить наши библиотеки. Ну, вот круглый стол, да, совместно будет с управлением культуры Якутска. Что еще планируется обсудить, вкратце? И у вас есть возможность как раз всех, кто нас смотрит в это утро, пригласить на эти мероприятия. Я думаю, что круглый стол мы обсудим профессиональные вопросы. У нас очень большая программа, которую у нас подготовили другие творческие коллективы, в том числе по линии Министерства культуры. Вчера уже стартовали Дни татарстанского кино, и я знаю, что сегодня в 12:30 в кинотеатре «Лена» будут кинопоказы. Потом в Театре юного зрителя Республики Саха-Якутия тоже будут показаны спектакли Буинского театра, притом они будут бесплатные. И в Национальной художественной галерее Саха-Якутии тоже будет выставка в гостях у татар. Тоже приглашаю посетить, очень интересно. Ну и, соответственно, будет очень интересно, если обязательно все то есть 25 числа посмотрят праздник Сабантуй. Екатерина, вам большое спасибо. Мы думаем, что будет очень-очень хорошая, интересная программа. Но сейчас, дорогие друзья, мы прервемся на новости. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. В столице республики в рамках 4-го фестиваля «Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Аланхо» проходит международный научный симпозиум «Сохранение и популяризация нематериального этнокультурного наследия, традиции и современность». Всего на мероприятии собралось около 100 участников из 14 стран и 11 регионов России. Напомним, открытие фестиваля состоялось 20 июня на Исехе Аланхо в Верхневилюйском районе. Сегодня на пленарном заседании представлено у нас 7 стран и 7 регионов России. Это наши коллеги, наши друзья фестиваля. Некоторые из них уже приезжают не в первый раз. У нас есть интересные проекты с творческими коллективами нашей республики, с Государственной филармонией Якутии, с театром Аланхо, с другими нашими театральными концертными организациями по созданию совместных концертных программ. Знание своей родословной – важнейшая часть воспитания. Об этом заявили участники круглого стола на тему родословия народов. В мероприятии приняли участие ученые и общественные деятели. Ораторы представили свои исследования и внесли предложения. Так были внесены предложения создать электронные наследные архивы и оцифровать семейно-родовые архивы. Также участники подчеркнули важность взаимодействия музейных и библиотечных комплексов и архива с органами власти. Прекрасное мероприятие. Я с большой радостью принимаю в нем участие, потому что тема родословных, тема генеалогических древ, своих корней – это одна из наших главных
традиционных ценностей, и она очень важна в воспитательном процессе. Мы как раз сейчас обсуждали, а какова роль школы, какова роль краеведческих музеев, родителей, воспитания детей и на какие ценности мы можем опираться. Знать то, что сделали ваши бабушки, дедушки, прадедушки, мне кажется, что это огромная воспитательная роль именно в этом знании, в этом понимании этого. Вот уже 2 года в Якутске работает сервис «Облачная поликлиника». На сегодняшний день практически все больницы работают в системе приложения. Так, только за этот год было проведено более 33 тысяч консультаций, а пользователей насчитывается более 250 тысяч. Между тем, приложение стало лишь первой ступенью на пути к общей цифровизации якутской медицины. На сегодняшний день в рамках реализации национального проекта здравоохранения в сферу внедряется современная информационная система, которая значительно упрощает работу с документацией, обмен данными между врачом и пациентом и многое другое. К примеру, в прошлом году в целях создания электронной карты пациента была внедрена работа платформенной системы, к которой уже сегодня привязаны 19 медицинских учреждений. В данной системе будет подключено дополнительно 26 медицинских организаций. Это все медицинские организации Республики Саха-Якутия, кроме 12 арктических зон. Они будут переведены в следующем году. В этом году мы должны обеспечить их устойчивым каналом связи. Для этого закуплено более 50 спутниковых станций для установки в каждом объекте центральной районной больницы арктической зоны. Доброе утро всем, кто начинает свой день правильно, а именно с телеканалом Якутия-24 и НВК Саха с программой «Утро Якутии». И мы всегда стараемся ваше утро сделать интересным, полезным, ну и, конечно же, рассказываем о каких-то необычных случаях в стране, в мире и в нашей республике. И сейчас мы предлагаем вам переместиться в Пакистан, где на одной из ферм родился уникальный козленок. Длина ушей малыша Симбы составляет 48 сантиметров. Это больше, чем длина его тела. Ну, а козленки Симба больше похожего на слоненка Дамбо. Давайте посмотрим следующий репортаж. На ферме в пакистанском городе Карачи 4 июня родился козленок, который с легкостью составит конкуренцию знаменитому персонажу мультфильма «Слоненку Дамбо». Длина каждого уха малыша уже составляет 48 сантиметров. Владелец козленка по кличке Симба Мухаммед Хасан Нариджо с радостью и гордостью рассказывает о своем удивительном питомце. Когда он родился, его уши были 48 сантиметров длиной. Это новый мировой рекорд. Я подал заявку в Книгу рекордов Гиннесса, но они пока мне не ответили. Мухаммед уверен, что представители Книги рекордов отзовутся и зафиксируют новый рекорд, потому что, по его мнению, длина ушей Симбы уникальна. Владелец животного отметил, что пока продолжает кормить питомца молоком. Когда козленок подрастет, длина ушей с возрастом увеличится. А пока Мухаммед Нариджо собирается молиться, чтобы представители Книги рекордов Гиннесса посетили ферму и зафиксировали рекорд. Симба и в самом деле может стать первопроходцем среди длинноухих коз, ведь пока с подобными достижениями в книгу занесены только собаки. Думаем, у Симбы есть все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Да и, как было сказано, до этого из животных в Книгу рекордов были занесены только собаки. Но даже их уши не достигали 48-сантиметровой длины. Один из последних рекордов по длинным ушам, а именно 34 сантиметра, был установлен красавицей породы кунхуант по имени Лу из Канзаса. Хозяйка Лу, Пейдж, всегда знала, что уши питомицы длиннее среднего. Но полноценно измерить их девушка решила только во время изоляции, когда у нее было много свободного времени. А героине нашей рубрики Марине Смирновой какие только уши и хвосты не попадались. Кинолог-разводчик по профессии утверждает, что это ее призвание, а лучше любого дела у нее получается держать в руках поводок. Я всегда четко знала с 12 лет, с 11, чем я буду заниматься. То есть других вариантов не было. Дома всегда были собаки. Это были, конечно же, не породистые животные. Это были
дворняжки, и папа разрешал нам заводить все. У нас были все живности, которые существуют, у нас были всегда в доме. Первая моя была собака, мне ее принес одноклассник и продал нам ее по спекулятивной цене за 15 рублей. Это «хочу быть овчаркой». Ну, вот она, наверное, дала все то, что можно. Доброе утро! 23 июня в прокат выходит российская комедия «Дикая» с участием якутской актрисы Ильяны Павловой. Якутянке в фильме досталась роль суровой якутской бизнес-леди, которая вместе с мужем владеет крупной компанией. Кастинг актеров проходил в Якутске. Смотрел и выбирал сам режиссер Владимир Кот. Основные съемки проходили в Карелии, а также в Москве и Якутске. Роль супруга по фильму играет известный российский актер театра и кино Алексей Кравченко. В кинокартине начинающая модель Алена, которую сыграла известная по фильмам «Доктор Лиза» и «Человек из Подольска» Таисия Вилкова, вместо премиального курорта прилетает в Якутию. По стечению обстоятельств главная героиня, всю жизнь обитавшая в городе, оказывается посреди дикой природы. Изначально на основе сценария предполагалось создать драматический триллер, но в итоге получилась приключенческая комедия. Тут Эдуард пришел, он мой друг. Ходил за мной, оберегал меня. Он падальщик. Ждал, пока ты сдохнешь, чтобы поесть. Драма «Межсезонье» расскажет историю бунта двух подростков, превратившегося в жестокую трагедию. Картина Александра Ханта, основанная на истории псковских подростков Кати и Дениса, которая 5 лет назад всколыхнула всю страну. Главных героев зовут иначе, но им тоже по 15 лет, и у них романтические отношения. Родители девочки противятся этому, особенно ее отец, работающий в силовых органах. Потому дети убегают из дома, прихватив с собой оружие. Невинная детская шалость превращается в погоню за вооруженными преступниками. Просто оставьте нас в покое! А к семейному просмотру кинотеатры приглашают на Ералаш в кино. Сборник абсолютно новых серий в уникальном формате для кинопроката. Один выпуск включает в себя 15 сюжетов продолжительностью около 3-4 минут. Запланирован ежемесячный выход новых выпусков в июне, июле, августе и сентябре 2022 года. По сюжету фильма «Бурятский час» 3 друга выезжают из деревни на свадьбу к своему давнему товарищу. Но обычная на первый взгляд поездка постепенно превращается в неожиданное приключение с массой курьезных, а порой даже опасных испытаний. Главная интрига фильма в обмене телами главных героев по аналогии с фильмом «Любовь-морковь», где играют Кристина Арбакайте и Гоша Куценко. Но в бурятском фильме затрагивается совсем другая тема. Джесси Бакли и Рори Киннер сыграли в психологическом хорроре Алекса Гарленда о недавно вдовевшей Харпер, которая уезжает в тихий английский городок, надеясь прийти в себя. Но горе от утраты не сравнится с тем, что ей предстоит пережить, когда кто-то или что-то из окрестных лесов начинает ее преследовать. Подходи ко мне. Что вам от меня надо? Что вы такое? Род мужской. На этом у меня все. Желаю вам отличного настроения и приятного просмотра. В
В Якутске, начиная с этого дня, пройдет первый форум соотечественников якутян с целью объединения якутян во всем мире. И сегодня у нас в гостях Айталина Никифорова, руководитель отдела внешних связей и международного протокола Министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха-Якутия, Вера Диало, представитель Саха-диаспоры в Африке. Доброе утро! Доброе утро. Доброе утро, якутян. Давайте расскажем про этот первый форум. Что там будет проходить, чему он будет посвящен? Доброе утро, дорогие телезрители. С сегодняшнего дня начинается у нас первый форум соотечественников якутян. Проводится он у нас впервые в рамках столетия Якутской АССР. Идея проведения форума, она вообще официально прозвучала еще в 2019 году, когда мы закрывали год консолидации в Республике Саха-Якутия. Тогда активисты народной дипломатии заявили с высокой трибуны, что было бы очень неплохо провести такой форум, который бы объединил всех якутян, которые сейчас в настоящее время живут, наверное, практически во всех уголках земного шара, не говоря уж о регионах нашей России. Форум, как вы уже сказали, призван для того, чтобы объединить всех якутян во имя дальнейшего развития и процветания нашей родной Якутии. То есть и очень символично, что он у нас проходит именно в такой юбилейный год, год столетия СССР. То есть это год, когда мы подводим не только итоги прошедшего столетия, но кроме всего этого мы уже определяем наше дальнейшее развитие на грядущее столетие. И тут, как никогда, конечно, важна консолидация, дружба, взаимообмен всех якутян, всех тех, кому дорога Якутия. Вот с этой целью и проводится наш форум. Ну вот ожидаются гости, да, на форуме, Да. Представители Саха-диаспоры со всего мира. А сколько вот стран, количество какое будет Да. представлено? Мы очень рады, что несмотря на все сложности с логистикой, с происходящим в мире, тем не менее, форум наш собрал более 50 наших соотечественников с разных уголков мира. Вот сейчас, насколько я помню, 17 стран представлено, 8 регионов России. Страны представлены очень разные, все континенты. Даже вот такой вот из очень необычной для нас страны Сенегал. Вера, вы около 30 лет уже проживаете в Африке. Расскажите свою историю, откуда вы из Якутии и как вы в Африке оказались. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые якутяне. Я там оказалась, вышла замуж за африканца, потому что мы были студентами, я закончила Рижский политехнический институт, а он учился в Рижском авиационном. И вот уже больше 30 лет мы живем вместе. С супругом как раз на его родине, да, получается? А здесь из Якутии вы откуда? Из Якутии, значит, я из Сунтарского улуса. Закончила первую школу, математический класс. И вот что для вас было самым необычным? Это же практически другая страна, другая культура по сравнению с Якутией. Необычным, наверное, скорее всего, была эта жара. Первая. Самые жаркие дни сколько градусов бывает? Так как я жила в разных странах Африки по работе мужа, потому что он имеет дипломатический статус, и плюс 45. Это прям много. Да, это много. Я знаю, что минус 45 холодно. Плюс Да. 45 Я очень знаю жарко. минус 45, но плюс 45 я не знала. А вот поподробнее, да, про Саха-диаспору. Как она образовалась и когда? Спасибо за вопрос. Значит, Саха-диаспора — это общественная организация, и она создана по инициативе наших соотечественников, наших якутян или выходцев из Якутии. И у нас имеется свой устав, свой регламент, и основной целью, конечно, является это содействие консолидации якутян, выходцев из Якутии, проживающих за рубежом. И также сохранение, конечно, культуры, языка и самобытности якутян. Но вот русских за границей знают практически все. Что касается Якутии за границей, знают ли они о такой народности, о таком крае, о нашей культуре, насколько интересуются ей? Действительно, нас не знают. Но все, которые знают меня, знают немало, потому что, как я сказала, уже я прожила во многих странах, очень активно в общественной жизни. Я состою также в ассоциации женщин-дипломатов. И очень много знают Якутию.
через меня. А вот как вообще проходит само вот это вот формирование? Как вы кидаете клич отозваться как раз-таки земляков, которые находятся за рубежом в других странах? Как я сказала, потому что потому что имеется уже Саха-диаспора, мы уже как бы сорганизовались, у нас имеется группа WhatsApp, также у нас имеется наши сайты, кстати, и мы там, да, и мы очень активные, который ведется, значит, Вера Соловьева, которая же проживает в Америке, и очень много репортажей, очень много интервью, ну вот. Айталина, скажите, вот какая будет программа самого форума? Что ожидает участников? Форум пройдет 2 дня, то есть сегодня начинается. Сегодня он будет проходить в музейном комплексе «Россия. Моя история». И завтра пройдет в Саха-медиа. Условно говоря, у нас форум разделен на 2 направления. Сегодня он будет посвящен культуре, сохранению языков, традиций. Кроме этого, пройдет также торжественное открытие, пленарное заседание с участием руководства и наших приглашенных гостей. Это гости из правительства Москвы, из Департамента внешнеэкономических международных связей, из Московского дома соотечественника. Также форум поддержан и МИДом. Завтрашний день он будет посвящен деловому сотрудничеству, что тоже очень крайне важно. Это деловое сотрудничество вызывает интерес как со стороны нас, якутян, которые здесь же проживают, но также и наши соотечественники охотно откликаются вот на все наши призывы к реализации каких-нибудь совместных проектов, инициатив. Мы очень им благодарны. А какие вот самые такие, может быть, острые вопросы, которые возникают у тех, кто покинул пределы Республики России, которые вот стоит обсудить, прийти к какому-то решению? Ну вот, как Вера подчеркнула, наиболее таким актуальным вопросом остается сохранение культуры, языка, передача это вот подрастающему поколению, потому что знаете, вот если те, кто отсюда уехал, они еще сохраняют традиции, язык, то дети, выросшие уже совсем в другой атмосфере, в другом менталитете, конечно, им сложно привить какие-то языковые знания, традиционную культуру. Вера, вы владеете якутским языком? Да, владею. А вот у меня такой вопрос, что касается культуры. Проводили ли вы дни ИСЭХа в Африке? Нет, к сожалению, нет, но мы хотим. У нас даже имеется проект, который я, значит, предложу на форуме. Это установление первого СРГ на африканской земле. Это здорово прям. А как давно вы не были в Якутии? В Якутии, ну, уже лет 7, наверное, не была, да. Но мы встречаемся, так как у меня родственники, половина родственников в Латвии, мы встречаемся, можно сказать, на другой точке земли. А почему больше всего скучаете именно из Якутии? Чего не хватает там? Запахов. Я уже говорила об этом в моем одном интервью. Запахи. Это запахи моего детства. И чем пахло ваше детство? Самый главный? Самый главный — это запах леса, грибов, ягод, ели. Я прямо как будто сейчас побывал на природе, действительно. Ну, мы, конечно же, желаем, чтобы у вас действительно форум этот был, он в этот раз первый, чтобы это стало доброй такой традицией, чтобы как раз-таки с каждым годом все больше и больше якутян, покинувших пределы республики, собирались, объединялись, ну и, конечно же, продолжали держать связь и сохранять нашу культуру и наши обычаи. Спасибо вам за такую интересную беседу. Спасибо вам за такую возможность. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие друзья, ну а мы сейчас хотели бы вновь вернуться к рубрике «Моя профессия» и предлагаем посмотреть этот сюжет. Я всегда четко знала с 12 лет, с 11, чем я буду заниматься. То есть других вариантов не было. Дома всегда были собаки, это были, конечно же, не породистые животные, это были дворняжки, и папа разрешал нам заводить все. У нас были все живности, которые существуют, у нас были всегда в доме. Первая моя была собака, мне ее принес одноклассник и продал нам ее по скупулятивной цене за 15 рублей. Это «хочу быть овчаркой».
Ну, вот она, наверное, дала все то, что можно было. То есть все, когда подростки взрослели, ходили, целовались, я ходила на дрессировку собак. Мне уже было лет 19, и я поступила на курсы кинолога. На тот момент они были, они проходили в нашем же уже. Теперь я здесь работаю, да, работник этого клуба. На тот момент они проходили здесь. Я записалась, закончила курсы кинолога-заводчика. У меня даже есть медаль, что я являюсь заводчиком, заслуженный заводчик РКФ, Российской кинологической федерации за 20 лет. У меня свой питомник, достаточно известный по всему миру. Наверное, не побоюсь этого слова, потому что мои собаки далеко за пределы нашей России. Моя непосредственная здесь работа – это в основном документация и осмотр щенков. Так называемая актировка щенков. То есть, когда рождаются щенки, я их осматриваю на плембраке, я им ставлю клеймо, я их выдаю им документы и смотрю всевозможные там дочеты или недочеты, породности или непородности. А свои питомцы у вас есть? Да, у меня есть маленькая такса, длинношерстная, она у меня для поцелуев. Она так для души, для сердца. На даче сейчас у родителей есть, осталась сука Алабай. Очень крупная 6-летняя сука, ну и все. Наверное, не собаке больше нужна дрессировка, а владельцу. А в каком смысле? Не потому, что нужно владельцу именно самому выполнять, сидеть, лежать и место, да? Он должен научиться, как правильно управлять своей собакой. Для комфортности совместного проживания. У них тоже, у них там любовь, у них переходный возраст, у них гормональный взрыв, у них там все бывает, как у людей, как у детей. Совершенно все разные. За столько лет не встречала и ни одной собаки, которая была бы похожа. Это призвание. Нельзя, мне кажется, стать кинологом, просто так шел с улицы, там что-то там, лампочка зажглась где-то в голове, а пойду-ка я стану кинологом. Не может быть такого. Как-то я сыну пела в ванной, простите за подробности, да, и он мне сказал, что мама, не надо тебе петь, держать поводки у тебя получается лучше. Вот так что держать поводки у меня точно получается лучше. В традиционной рубрике «Пусть мама придет» нас ждет история 9-летнего Саши. Доброго, ласкового и открытого мальчика. Мы хотим познакомить вас с Александром. Ему 9 лет. Я люблю играть в шашки, шахматы, рисовать, лепить что-то из пластилина. Мне нравится физкультура, рисование. Когда я вырасту, стану полицейским. Саша у нас совсем недавно поступил. Он очень шустрый, подвижный мальчик, любит играть в подвижные игры. Как и все мальчишки, Саша любит играть в футбол. Он неплохо владеет мячом, мгновенно преображаясь на поле. Любит Саша возиться в песке, строить песочные замки. У него много друзей как в центре, так и в школе. Умеет дружить с детьми, учится старательно, по всем предметам хорошо успевает. В основном получает хорошие оценки Саша. Учительница его хвалит. А еще Саша умеет играть в шахматы и шашки, проявляя усидчивость, терпение и характер, что понадобится ему в будущем. Саша мне. Саша добрый, спокойный и отзывчивый мальчик, и мы надеемся, что найдутся те, кто примет его в свою семью. Доброе утро, дорогие наши телезрители! А мы напоминаем, что работаем в прямом эфире, и всегда у нас есть обратная связь с нашими зрителями. Вы можете связаться с нами в нашем телеграм-канале, который вы видите сейчас на своих экранах. По QR-коду проходите, вступайте в группу «Утро Якутии», задавайте туда свои вопросы нашим гостям, узнавайте последние актуальные новости. И совсем скоро к нам присоединится очень интересный гость. Антон Кротов, путешественник-писатель, который расскажет, как можно путешествовать. Так что можете присоединиться к беседе, будьте с нами на связи. Ну а сейчас мы передаем слово нашим новостным
коллегам. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Чурапчинский район посетили участники всероссийской экспедиции, ученые Северного отделения Российской академии наук под руководством Российского экологического общества, которое создано несколько лет назад и в данное время действует практически во всех регионах страны в целях просвещения экологического образования. Участники экспедиции обсудили проблемы мерзлотоведения, а также рассмотрели пользу климатических изменений природы в аспекте сельского хозяйства. Отмечу, что Чурапчинский район – один из проблемных участков Якутии, где рельеф земной поверхности деформируется вследствие многолетней мерзлоты. Наша цель – донести вот то, что происходит в регионах, до широкой экологической общественности России. И мы надеемся, что вот это широкое информирование и специалистов, и населения придет к тому, что возникнет обмен опытом между решениями климатических проблем в разных регионах, и что федеральный уровень власти как-то больше будет уделять внимание региональным климатическим проблемам. Вот основная цель нашей экспедиции. Поговорим и о спорте. В Якутске стартовал чемпионат мира по масс-рестлингу. Для участия в соревнованиях приехали спортсмены из 42 стран. Схватки пройдут на помостах, установленных в Центре спортивной подготовки «Триумф». Чемпионат мира – это не только спортивные схватки, но и возможность обсудить вопросы, связанные с развитием масс-рестлинга и достижение главной цели – включение его в олимпийскую программу. За день до схваток в спортивном комплексе «Мадун» прошла академическая платформа, на которой поднимались вопросы научного и юридического сопровождения масс-рестлинга по дороге в олимпийскую семью. Эта процедура с юридической точки зрения предусматривает два шага. Первый – это признание Международной федерации масс-рестлинга Международным олимпийским комитетом, а вторая – это уже после приведения в соответствии всем критериям Международного олимпийского комитета вида спорта, он включается в олимпийскую программу, в олимпийскую семью через 7 лет после заседания соответствующей сессии МОК. Поэтому мы планируем к 2036 году этот росток мира, этот вид спорта, который Якутия подарила не только России, но и всему миру, войдет в олимпийскую программу. А на время проведения спортивных игр народов Якутии в Усть-Алданском районе паромы будут ходить круглосуточно. Сделано это для удобства гостей. Так, паромы перейдут на круглосуточный режим работы с 4 по 9 июля. На переправу Кангалас-Сотинцы всего привлекут по 5 паромов и катеров. На переправу Якутск-Нижнебестях – 15. Паромы будут двигаться по расписанию до места проведения игр и в обратном направлении без ожидания полной загрузки. В селе Барагонцы тем временем ремонтируют дороги, также к спортивным играм. Работы идут опережающими темпами, привлечена дополнительная техника. На сегодняшний день на улице Стрекаловского уложено 550 метров асфальта. Также ведут ремонт дополнительных 100 метров. Работа идет опережающими темпами. Завершить планируют 2 июля. Данная улица ведет к стадиону, где пройдут игры. На улице Ленина снимают старый слой асфальта. До этого ремонт на данной улице проходил в 2010 году. С 22 июня на Ленина и Юнатов начнутся работы по укладке асфальтобетона. К этому часу это все новости. Хорошего дня! А в эти дни в нашем городе, в городе Якутске, находится Антон Кротов, путешественник и писатель, автор более чем 60 книг, посетивший все регионы России и 130 стран мира. Гость проведет 2 лекции о том, как путешествовать по всему миру. Сегодня Антон – гость нашей студии. Доброе утро! Да, доброе утро. Доброе утро. Антон, самое первое, наверное, главное – у вас самый такой доступный способ путешествия – автостопом. Вот да, расскажите. Это очень хороший способ путешествия. Да. Каждый человек может перемещаться автостопом на попутных машинах по России и по разным другим странам. Вот как я первый раз приехал когда-то в Якутск. Это когда было? 96-й год. Вот мы с другом Андреем Винокуром ехали автостопом из Москвы в Магадан. И тогда как раз первый раз оказались и в Якутске. Потом сели на баржу, неделю плыли до Хандаги на барже, потому что дороги дальше нормальнее. Потом с Хандаги неделю ехали до Магадана автостопом.
потом сели в Магадане на попутный корабль и доехали до порта Ванина. У нас оставалось 10 копеек денег тогда. И с 10 копейками денег мы с порта Ванина доехали потом автостопом, сначала Локомотива стопом, потом по дороге доехали до Москвы. Об этом я как раз написал книжку «Вперед к Магадану». И мне интересно было, конечно, сейчас проверить, как изменилась Колымская трасса за 26 лет. Поэтому сейчас я в обратную сторону. Я приехал к вам из Магадана уже автостопом по Колымской трассе. Но сейчас это гораздо проще сделать. Сейчас дорога стала гораздо лучше. Да? И я сейчас проехал всего за 3 дня с Магадана до Якутска. То есть вообще скорости просто сейчас феноменальные. Очень удобно сейчас стало ехать. И потом, после я еще проеду по Вилюйскому тракту. Потом я уже отправлюсь на юг, уже в сторону Иркутска через некоторое время. А пока, да, действительно, я буду тут в Якутске крутиться ближайшие 9 дней. Буду здесь с лекциями. Сегодня выступаю с лекцией в библиотеке. Вот на улице Ленина, дом 40. Вот там будет 16 часов моя лекция о том, как путешествовать по всему миру. Лекция бесплатная, тоже приходите. Ну вот вы более 30 лет путешествуете. Да, а с чего вообще началось? Как пришла в голову такая идея? Ну, я сначала начал путешествовать на электричках. У нас в Москве много пригородных поездов, электричек. Я сам родом из Москвы. Ездил сначала на электричках. Потом оказалось, что можно перемещаться еще и автостопом. Ну и так постепенно начал с небольших поездок. Там Ленинград, Киров, Горький, Минск, там Брянск, Полтаву, Донецк, Одессу. Ездил по соседним городам Союза. А потом постепенно начал ездить и дальше. Все с небольших путешествий началось. И потом продолжилось более длинными. То есть у вас не было изначально плана, что вы будете прямо такой длительный промежуток времени путешествовать? Нет, конечно, изначально таких планов не было. Никто не знал в 91 году, что же будет с Родиной и с нами, как будет называться наша страна через 20 лет, чем будем заниматься. Никто из нас этого не знал. Ни правительство, ни простые люди. Никто не знал, как будет устроена жизнь. Что можно будет жить самостоятельно, что можно будет путешествовать по всей земле, можно будет писать свои книги, распространять их. Все это было неизвестно. Поэтому постепенно мы все втянулись в ту жизнь, которая находится вокруг нас сейчас. Это постепенный процесс. Вот. Ну вот. По России вы посетили все регионы России. Все регионы от Калининграда до Чукотки, да. А все. по миру вы посетили 130 стран. Так и есть, да, так и есть. Какая была самая запоминающаяся страна? Ну, нельзя одну какую-то назвать. Сложно. Мне очень нравится, например, интересен очень Китай, например, тем, что там очень быстро все строится и возникает. Я очень люблю Индонезию, там страна 17 тысяч островов, и если на каждом острове побывать хотя бы по одному дню, то вы уже 45 лет потратите на Индонезию. Там хорошие гостеприимные люди, вкусные фрукты и очень много что можно, даже что-то нельзя, все равно можно плавать на попутных кораблях, вот, там везде ставить палатки, спать, гости люди зовут, хорошие люди. Мне нравится Мадагаскар, очень интересен. Очень интересна Турция, которая считается, что только место для буржуйских туристов, но Турция, она очень многообразна, многогранна, и каждый может спокойно, бесплатно там из Якутска съездить туда и обратно и посмотреть Турцию настоящую, а не ту, которую вам показывают разные гиды. И интересно, Мексика замечательно. Интересен, первая моя дальняя за границей был Иран. Иран очень классный. Пакистан тоже интересно. Сейчас осенью был в Пакистане. Вот, Пакистан очень люблю, очень хорошая, добрая страна. Ну и из ближайших стран Монголия, например, близкая, удобная, безвизовая. Тоже всем рекомендую. Кто куда-то соберется, Монголия может быть вашей первой за границей. Таджикистан с Киргизией тоже можно посоветовать. С чего все-таки начать? Вот, чтобы, начать с того, чтобы переправиться через паром на Бестях. Стать на паром, уйти в Бестях, да, первым делом. Вот, первым делом вам нужно переплыть в Бестях. При этом там, если вы там, правильно все сделаете, то даже 200 рублей не понадобится. Потом нужно выйти на окраину Бестяха и уехать в сторону Тамота, Алдана, Нерюнгри. И оттуда у вас единственный выход из Якутска только там. Там налево или направо? У вас только один выход, только направо. С Бестях только направо. Вот, почитаете книжку, у меня есть «Путевод по Дальнему Востоку», там все подробнее описано. А так, потом уже только с Тынды уже есть какие-то варианты, куда можно. Можно направо, можно налево. Но вообще говоря, уже до Тынды вариант один. Пока доедете до Тынды, вы уже немножко освоите автостоп. Вот. Ну и вообще говоря, если по трассе автостопом, то даже лучше доехать уже до Невера, и там уже или на Владивосток, или на Иркутск. Вот и все варианты. Вот. Там уже после будут какие-то развилки. А так вариантов немного. А вот ваш совет, да, допустим, остановился автомобиль, я сажусь в машину, водитель здравствуйте, согласился. можно с вами в сторону Алдана сколько-нибудь проехать? Он скажет, да куда? Ты скажешь, я вообще-то до Владивостока, хоть сколько-нибудь с вами, сколько можно быть. О, Владивосток.
Владивостока. Ничего себе, а я только там до Нейрюнгри. Ну и поехали, будете по дороге обсуждать все ваши темы путешествий. Все очень просто. Ну и вообще заглядывайте сегодня на лекцию, все подробно обсудим. Дело-то не хитрое. Да, время, место. Лекция начнется сегодня в 4 часа дня в библиотеке этой самой главной вашей. Республиканская библиотека национальная, да, улица Ленина, дом 40. Сегодня будет лекция там, и там же будет лекция во вторник еще одна. То есть сегодня у нас лекция, и во вторник будет лекция. Вот, сегодня о том, как путешествовать вообще, а во вторник лекция на тему «Теплая зимовка». Как все организовать, чтобы уехать зимовать. То есть вы круглосуточно, ну, разумеется, ездите. вообще же якутам, как раз жителям Якутии, необходимо путешествовать больше всего зимой. У вас есть какая-то странность, что вы единственный месяц, когда у вас нормальная погода, вы все куда-то стараетесь свалить. Как раз у вас единственный период нормальное лето, а как раз можно жить, когда в Якутске. Когда в Якутске жить нельзя, как раз нужно куда-то уезжать. У меня есть как раз на эту тему тоже книга «Теплая зимовка», как все организовать, чтобы уехать зимовать. И там все описывается, да, я тоже все вам расскажу во вторник о том, как сделать, чтобы вот эту зиму, которую у вас тут 40-50 градусов мороза, проводить в нормальных странах, где температура будет положительная, не потребуется прятаться в жилище, платить за центральное отопление, это будет дешевле, веселее, чем эти полгода провести в Якутске. Так что вот, вторая тема будет теплая зимовка. Ну, смотрите, у нас многие предпочитают в зимний период времени где-то поближе к солнышку, в теплые края уехать, чтобы перезимовать. А у вас не было идей к нам зимой приехать? Ну, я был у вас зимой, конечно, как раз зимой тоже интересно, но ненадолго же. У вас темно, почти ничего не видно, день короткий очень. Вот 40 градусов мороз, день короткий. Только единственное, чем хороша ваша зима, что можно по зимникам уехать в те улусы, куда невозможно уехать летом. То есть как раз зима единственное имеет плюс, что можно уехать по зимнику. Но и то, значит, если хочется куда-то по зимнику уехать, вот туда вот на север, вот, то тогда вам нужно это лучше делать в марте, потому что в декабре, тоже был декабрь, ну, мало, короткий день, ничего не видно, не так интересно. Так что я рекомендую, что на декабрь, январь, февраль до середины марта уезжать куда-то в тропики вам, а потом в марте уже можно возвращаться и делать какую-нибудь поездку куда-нибудь там в Анабар, куда-нибудь там в Алекминск, куда-нибудь в северные какие-нибудь места, в Тикси. Это можно как раз этим заняться в середине марта, пока зимники не потаяли. Как начинается таяние, уже с севера придется возвращаться, чтобы там не застрять до осени. В начале нашей беседы вы упомянули историю про 10 копеек, да? Вот, и как, вот, допустим, кончились деньги, да, в путешествии, как быть? Ну смотри, сейчас в современном мире, 21 век, сейчас вообще ничего сложного нет. Вы просто спросите там, попросите там 2000 рублей своих знакомых из телерадиокомпании, и вам пришлют просто в долг. Вот, то есть ну, каждый раз так не будешь если же можно, конечно. А раньше, конечно, просто ничего не меняется. От того, что нет денег, не меняется вообще ничего. Также люди подвозят на попутных машинах, также люди приглашают в гости, также солнце светит, также все происходит. Ну а там пару картофелин всегда можно стрельнуть на огороде или попросить у продавцов, жителей Киргизии, которые продают эти картофельные. Это совершенно несложно. А заварить картофельные, конечно, ну как, разумеется, кипятком. 2 раза кипятком заварить, и она уже станет съедобной. Так что дело-то совсем не хитрое. Поэтому не нужно бояться отсутствия денег, нужно бояться отсутствия мозгов. Это самая большая проблема. Главное не содержимое кошелька, а содержимое вашей головы. То есть самое главное не то, что находится в вашем кошельке, а то, что находится в вашей голове. Золотые слова. Да. Какой у вас базовый набор какой-то с собой, который вы всегда берете в путешествие? Самый главный набор — это мозг. Не забудьте его брать. Самый главный набор — это мозги. А потом также, конечно, необходим паспорт. И если у вас заграничное путешествие, заграничный паспорт, кружка, ложка, кипятильник, рюкзак, спальный мешок. Спать-то тоже надо в чем, там же кровать-то не будут сюда подгонять. Вот. А также дальше зависит уже от маршрута, куда вы едете, насколько вы едете далеко. Одно дело вы путешествуете там по России, вот. Другое дело вы едете куда-нибудь там в дальние страны, там полезно карту какую-то взять. И не только кипятильник. Может быть, если вы едете даже, скажем, в Японию или еще куда-то, то там полезно даже с собой какую-то провизию взять из России, потому что в Японии, скажем, дорогостоящая еда. Будете добираться там в Японию, то в Владивостоке есть хороший рынок просрочки, там как раз можно купить просрочку, и вы можете там всю на Японию экипироваться вообще полностью, вам в Японии вообще не потребуется ничего тратить. Вот. Ну а если едете куда-нибудь рядышком, там, скажем, в Китай куда-нибудь, то вообще никаких особенных проблем-то нет. Вот. Можете, главное, взять с собой мозги, потому что надо будет очень активно ими шевелить. Китайцы люди такие не сразу понятные.
Мгм. Вы с собой привезли карту, на которой отметили тут как карта раз-таки свои путешествий. странствия, Карта моих путешествия. путешествий Давайте точно. покажем нашим Давайте, телезрителям, да, покажем, потому что это карта это, моих путешествий, только непонятно, как она будет видна на этой телекамере. я думаю, Да. очень хорошо будет Ну, видна. хорошо, Я можно предлагаю посмотреть, взять да. крупным планом, Ну, потому давайте, что смотрите, замечательно, друзья. Вот все, что вот выделено вот это вот Да, это черным мои маркером, маршруты, моих это как путешествий. раз-таки с 91 года по 2020 год. В период пандемии у вас как раз-таки было время какого-то Я путешествовал в затишья? основном по России, потому что границы-то позакрывали российские, и недавно только открылись. Так что во время прошлого, скажем, года я ездил, например, на Сахалин автостопом, причем тоже очень удобно. Мы с друзьями переправились на моторной лодке на Сахалин из Лазарева в Погибе. То есть у нас получилось удобное автостопное попадание на Сахалин. Ну и пришлось пару раз слетать на самолете, потому что из-за того, что границы были закрыты, можно было только летать. Слетал я в Пакистан осенью, например, прошлой, и весной я летал с супругой, с Катериной, мы летали в Египет. Там 2 месяца путешествовали. А так вообще во время этой коронавирусной истерии в основном я путешествовал по России, потому что многие страны закрылись. А кто из семьи вместе с вами поддерживает Ой, ваше значит, увлечение? путешествует-то мало кто. Супруга моя была со мной где-то в 46 странах, ну не так много, но она иногда ездит. В прошлый раз я ее привез в Якутск, сейчас в этот раз она не стала, не захотела трястись по этим грунтовкам. В прошлый раз я ее, да, в 2018 году привез в Якутск, вот через Нерюнгри, как раз мы приехали автостопом через Нерюнгри, через Алдан, и потом обратно автостопом уехали тоже из Якутска. Тогда это было межсезонье, как конец апреля, очень была интересная переправа там по этому тающему льду в ваших интересных местах. Потом ну и никто больше автостопом не путешествует. Антон, мы вас благодарим за очень интересную беседу и напоминаем, что сегодня в 16:00 в Национальной библиотеке состоится встреча, лекция с Антоном Кротовым. Поэтому, друзья, Да, не так что, друзья, пропустите, вступайте в клуб вольных путешественников. Ну и не забывайте с собой брать смартфон, на котором вы всегда сможете включить программу «Утро Якутии». Ну а мы увидимся с вами завтра. До новых встреч в эфире.